Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представляется курс видеолекций дисциплины поликультурное образование «Мультикультурный учитель современной школы». Читаю его я, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования Педагогического института Бурятского госуниверситета Павлова Светлана Алексеевна. И сегодня завершающую лекцию я хочу представить в виде обучающего семинара для педагогов, практиков и также для выпускников. Он будет называться «Культурная компетентность. Смыслы и практики». И план семинара такой. Во-первых, актуальность включения поликультурного воспитания учащихся, межкультурный диалог образовательного процесса, анализ воспитательных поликультурных технологий. И чтобы рассмотреть все-таки, что такое этнокультурная компетентность и для чего она нужна современному учителю, мы должны знать, что это такое за понятие. Во-первых, это как этнокультурная компетентность представляется как совокупность знаний об истории, мифологии, литературе, обрядах, этнической генеалогии и так далее. Вот также владение языком как основной этнической культуры, знание морально-нравственных регулятивов, деятельность в соответствии с установленными рамками и владение навыками взаимодействия со сверстниками, младшими и старшими, учет особенностей взаимоотношений с представителями противоположного пола и представителями других этносов и культур. Противопоставляется этому понятию такое понятие, как этнокультурная маргинальность. Этнокультурной принято считать личность, находящуюся на условной границе между двумя и более этносами, ни в одном из которых она не признается полностью своей. А этномаргинальная группа или слой – это люди, чья социализация прошла в рамках двух культур, двух систем ценностей, двух стереотипов поведения. Все те, кто является носителем различных ценностно-культурных стереотипов и поведения. Маргинальная группа, как и маргинальная личность, находясь на границе двух культур, имеет идентификацию с каждой из них и одновременно утверждает собственную систему норм и ценностей. Этнокультурная компетентность означает владение компетенцией, знаниями, умениями и навыками деятельности с учетом этого культурного компонента, выражающегося в эволюционно-генетических, эволюционно-исторических основах своего и национального самосознания. Профессиональная компетентность, которая необходима учителю, это сочетание психических, личностных, человеческих качеств и состояний, позволяющих действовать самостоятельно и ответственно. Способность и умение выполнять определенные трудовые функции. Этим, конечно, обладает каждый педагог, работающий с детьми. Виды профессиональной этнокультурной компетентности педагога. Это специальная педагогическая компетентность, индивидуальная этническая компетентность, социальная поликультурная компетентность и личностная этническая компетентность. Обладая всеми этими составляющими этнокультурной компетентности педагога, можно говорить о его успешной профессиональной деятельности. Этнокультурное образование сталкивается с проблемой поиска методик, технологий, призванных облегчить освоение и изучение явлений современной социокультурной действительности. Здесь большую роль играют неаудиторные формы работы, такие как интерактивные технологии, в частности социальные проекты, соревнования, радио, газеты, спектакли, выставки, презентации, песни и сказки и так далее. Успешность поликультурного воспитания зависит от характера включения учащегося в различные виды деятельности, а также от формы, способа, средств обучения. Эффективные формы воздействия в детской этнической среде – это детские артели, игровые компании, певческие, танцевальные, спортивные группы, дворовые компании, группы по интересам и тоже так далее. Эффективность реализации поликультурных воспитательных технологий во многом будет зависеть от педагогических условий, в которых они осуществляются. К таким педагогическим условиям относятся эрудиция, поликультурность, неординарность личности педагога, его этническая культура, интересы, увлечения, толерантное отношение к воспитанникам, выражающееся в педагогическом такте, оптимизме, глубокие знания закономерности поликультурного воспитательного процесса и детской психологии, владение методами диагностики и другое.
многоэтнических классах и школах должны работать учителя, владеющие, по крайней мере, 2 языками. Русским языком и того меньшинства, в котором находится учитель. Сопутствующим условием выступает материальное оснащение, обстановка в классе, наличие современного оборудования и особенная образовательная среда, психологически подготовленная образовательная среда. Вот эти составляющие помогают педагогу успешно осуществлять этнокультурную компетентность, которой он владеет, используя различные диагностики, технологии поликультурного образования, можно успешно развиваться в будущем. Поэтому успешность поликультурного воспитания зависит от характера включения учащихся в различные виды деятельности, а также от форм, способов и средств обучения. И чтобы эффективность реализации таких вот поликультурных технологий осуществлялась успешно, необходимо использовать различные технологии, поликультурные технологии, которые помогают включить учащегося в большое поликультурное пространство. Характерологической особенностью современного образовательного пространства является огромный опыт по реализации процесса обучения и воспитания, что выразилось в большом количестве технологий разного уровня. Под педагогической технологией понимается систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса. Педагогические технологии позволяют создать гибкую, подвижную структуру учебно-воспитательного процесса, корректируемую на любом ее этапе благодаря наличию постоянной обратной связи. Эффективность использования педагогических технологий в поликультурном образовании подтверждается их нестандартным подходом, диалоговой практикой, межкультурным взаимодействием, воспитательно-поликультурной средой. И к таким технологиям относятся технологии критического мышления, технологии рефлексивного воспитания, диалоговые технологии, технологии саморазвития школьника, тьюторская технология, проектная технология, игровые технологии, технологии воспитания этнической культуры, технологии изучения эффективности воспитательного процесса, педагогика творчества и педагогика успеха. Давайте рассмотрим эти технологии, которые позволяют успешно реализовывать этнокультурную компетентность в школе. Первая – это технология критического мышления. Ее цель – формирование самостоятельного мышления, развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых для учебы и обычной жизни, умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать, рассматривать различные стороны решения, формирование человека думающего. Сущность, культуру сотрудничества, культуру работы с информацией, критические позиции как по отношению к окружающему миру, так и по отношению к себе. Методы и средства систематизации материала. Это кластеры, таблицы, логические цепочки, опорные слова и схемы и так далее. Также методы активного восприятия нового. Это дневники, какие-то, может быть, путевые журналы и так далее. Практические действия, реализация мотивационной функции – это побуждение к работе с новой информацией, побуждение интереса к теме, реализация информационной функции, смысл которой – это осмысление, получение новой информации, реализация коммуникационной функции – это рефлексия, и обмен мнениями о новой информации, побуждение к дальнейшему расширению информационного поля. Результат – способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартам, так и к нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Следующая технология рефлексивного воспитания. Ее цель – формирование и развитие общественного сознания ребенка. Такого сознания, которое помогает ему выстраивать свое поведение в социальной среде, на основе общественных норм, сущность, с помощью реализации, рефлексии достигается соотношение своего сознания, ценностей, мнений с ценностями, мнениями, отношениями другого человека, группы людей, общества в целом. И выстраиваются общечеловеческие ценности. Методы и средства. Диалог педагога с внутренним «я» ученика, воспитанника, диалог ученика, воспитанника
с внешним «я». Диалог позволяет определять, мониторить качество занятия, урока и практические действия. При этом применяется следующее. Выявление ощущений как процесс перевода бессознательного в сферу сознания, который достигается путем сосредоточивания, концентрации внимания человека на себе, на своем внутреннем состоянии. Анализ ощущений представляет собой процесс поиска причин возникновения выявленных ощущений путем отслеживания собственных действий в течение определенного времени. Использование и создание ситуаций, требующих нравственного выбора ребенка. Четвертое. Индивидуальное консультирование и поддержка процесса развития рефлексии ребенка. Результат – это установление обратной связи, выявление уровня понимания информации. Здесь и сейчас ценностное отношение к информации, развитие личностных качеств, необходимых для осознанной деятельности, создание здоровьесберегающей среды. Следующее – это диалоговая технология. Их цель – овладение личностью способами публичного выступления, искусством введения спора, диалога, полемики, умением работать в команде, проявляя толерантность к мнению оппонента и соучастника диалога. Сущность. В ходе диалога формируется речевая культура, подразумевающая культуру общения, навыки публичного выступления, обсуждения проблем, включающие умение слушать, понимать собеседника, анализировать различные точки зрения на объект познания, умение аргументированно изложить свою позицию, корректно выразить оценочные суждения, вырабатывается потребность в разностороннем обсуждении решаемой проблемы, развивается критическое мышление, коммуникативная способность и культура. Методы и средства: диспут, дискуссия, интеллектуальный бой, телемост, пресс-конференция, интервью-диалог, турнир ораторов, интеллектуальная дуэль, Сократов круг, открытая кафедра, волшебный стул и другие. Практические действия. Это этапы диалоговой технологии. Первый этап – вводный. Завязка, выявляющая проблему, создание благоприятной эмоциональной, интеллектуальной атмосферы, актуализация необходимой информации, стимулирование интереса к проблеме. Второй этап – основной диалог в разных модификациях. Третий этап – итоговый, заключительный, консолидация, рефлексия, анализ и осмысление диалога, содержательной и процессуальной точек зрения. И результат в процессе диалога происходит развитие самостоятельности, критичности мышления, инициативы и собственной позиции учащихся. Стремление обсудить и решить поставленные перед ними проблемы, а также воспитание молодых людей с новым типом мышления, активных, творческих, способных мыслить самостоятельно, смелых в принятии решений, стремящихся к самообразованию. Следующая технология – саморазвития школьника. Ее цель – воспитание саморазвивающейся, самосовершенствующей личности школьника. Сущность – перевод ребенка с природными потребностями саморазвития, познания, самоуважения, самовыражения, безопасности на уровень готовности к самостоятельной жизни. То есть личности ребенка на путь саморазвития. Методы и средства: дифференциация по интересам, личностный подход, индивидуальные программы, диалог, игровые методики, развивающие технологии, исследовательские методы, проблемное обучение, методика педагогика сотрудничества и практические действия, объединение по интересам, неурочная, творческая, художественная, техническая, общественная деятельность, участие в работе органов самоуправления, профессиональные пробы, психотренинги, профессиональные занятия. Это может быть педкласс, менеджмент, деятельность в НОУ, мастерские различного профиля, введение в здоровый образ жизни и так далее. Результат: учащиеся это активный, инициативный, самостоятельный, законопослушный гражданин, будущий заботливый семьянин, просвещенный культурный человек, способный к постоянному жизненному самосовершенствованию. Следующая тьюторская технология. Ее цель – научить ребенка учиться самостоятельно. Сущность – помощь в налаживании индивидуального процесса образования, выявление погрешности в организации самообучения. Согласование обучения и воспитания, помощь в распределении нагрузок, то есть создание условий для разностороннего развития личности и обучения ребенка навыкам самообразования. Методы и средства: проектирование, исследовательские методы, дебаты, образовательный туризм, интегративные образовательные экспедиции, портфолио, развитие критического мышления, творческие мастерские, кейс-стадии, технология открытого пространства, социокультурные игры, робинзонады и другое. Практические действия.
которые используются в технологии, это создание среды выбора, навигация, то есть обсуждение преимуществ и имеющихся риски выбранного, обсуждение следующего шага в реализации образовательной программы. Результат – молодой человек, приобретший и развивший навыки к самостоятельному обучению. Следующее – это проектная технология. Ее цель – создание условий, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников и учатся пользоваться приобретенными знаниями при решении познавательных задач, приобретают коллективное умение работать в различных группах, развивая в себе системное мышление. Сущность – практическая направленность на результат, который обязательно должен быть таким, чтобы его можно было осмыслить, увидеть, реально применить в практической деятельности. Для достижения такого результата учащиеся должны обладать способностью видеть проблемы, самостоятельно разрабатывать варианты их решения, привлекая разносторонние знания, прогнозировать результат, корректировать свой план своих действий в зависимости от ситуации, использовать учебно-познавательные приемы с обязательной презентацией результатов. Проект означает самостоятельное доскональное изучение какой-либо проблемы и, как правило, является результатом коллективной работы, предусматривающей сотрудничество учащихся. Учащиеся получают задания, которые не являются обязательными для каждого, но заинтересованные дети работают в паре, группе или индивидуально. Итог. Качественное улучшение знаний учащихся, повышение оценки за определенную тему. Метод проектов здесь очень хорошо применяется. Как педагогическая технология включает в себя углубленное знание учащихся по предметам, помогает выявить способности ученика, развивает интерес к науке, умение работать с литературой, умение ставить эксперимент, проводить наблюдения, выступать с докладами и так далее. Использование проектного образования позволяет индивидуализировать обучение и воспитание, актуализировать знания и умения имеющихся учащихся и позволит каждому ученику участвовать в учебно-воспитательном процессе. Помогает выполнять работу в собственном ритме, использовать полученные знания в практическом применении, четко планировать свою деятельность, принимать во внимание время, ресурсы, методы, приемы деятельности, видеть начальный и промежуточный и конечный результат совместной деятельности, корректировать отдельные этапы, вносить изменения и поправки с целью достижения запланированных результатов. Следующая технология – это игровые технологии. Цель – создание и умение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Сущность – социальное развитие ребенка путем исполнения различных социальных ролей в ходе реализации функций игры. Познавательное, развивающее, формирование нравственных оценок, социального закаливания, проектирование собственной деятельности. Методы и средства – это использование игры как метод для диагностирования, коррекции, развития нравственных качеств и формирования самости, развитие фантазии, креативности мышления, творчества как средство создания ситуации успеха и коммуникации. Практические действия. Практическое вовлечение ученика в различные виды игровой деятельности, спортивные, интеллектуальные, развивающие, развлекательные, применение игр тренингов, игр упражнений, игр тренировок, игр логических, ролевых, стратегических, экономических, исторических, приключенческих, деловых и так далее. Итог – учащиеся, умеющие управлять собственным поведением в различных жизненных ситуациях, развитой коммуникации и сферой самости, умеющие планировать свою жизнь и логически мыслить. Следующая технология – воспитание эстетической культуры. Ее цель – показ приоритета духовности и культуры в ценностных ориентациях школьника. Сущность – актуализация нравственного потенциала для формирования чувства собственного достоинства, ответственности, гуманизма. Методы и средства. Методика этического диалога, учебная и внеурочная деятельность, создание ситуации нравственного выбора, практические действия, проведение уроков этики, организация внеурочной деятельности, этической группы, доброты, милосердия, шефская помощь и так далее. Результат – нравственное становление личности школьника. Следующая технология – изучение эффективности воспитательного процесса. Ее цель – изучение степени вхождения воспитанника в общечеловеческую культуру, то есть соотнесенность полученных результатов с целями и предыдущими достижениями воспитательной практики. Сущность – анализ и оценка воспитательного процесса для раскрытия дополнительных ресурсов воспитания через определение целей и задач изучения, подбор критериев и показателей, подготовку диагностического инструментария, проведение исследований, обработку данных и анализ результатов. Методы и средства – изучение культурологических достижений, анализ социально-ценностных отношений, использование метода опроса, педагогического наблюдения, анкетирования, ранжирования, социометрического выбора и так далее.
Практические действия, диагностика и педагогические исследования, методики для изучения коллектива и методики для исследования удовлетворенности педагогов, учащихся, родителей, организации учебно-воспитательной деятельности, образовательного учреждения. Результат – это степень соответствия реального результата обучения с образцом модели выпускника, определенного уставом образовательного учреждения. Event-технология. Цель – изучение и применение совокупности воспитательных дидактических возможностей для реализации личностных интересов и потребностей школьников. Формирование позитивного отношения к миру. Сущность. В обобщенном виде педагогическая технология представляет собой продуманную во всех деталях модель взаимодействия педагогов и воспитанников по проектированию, организации и функционированию учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения комфортных условий для личностного развития ученика с учетом человеческих, технических, материальных ресурсов и оптимизации формы его образования. Методы и средства распространения знаний о культуре досуга, транслирование информации о многообразии видов и форм досуга, передача образцов жизнедеятельности, воспроизведение моделей поведения, пропаганда ценностей и уникальности человека, здорового образа жизни, свободы личностного выбора, формирование отношений к миру, самому себе, приобщение к национальной, региональной культуре, формирование знаний, умений, навыков в области организации культурного досуга и использование их в личном опыте. Снятие напряжения, тревожности, неудовлетворенности через форму досуга, реализация внутренне присущих человеку задатков и свойств, изменения личности в конкретной ситуации, в том числе как члена сообщества. Результат – реализация личностных запросов и потребностей, раскрытие качеств и свойств личности, их развитие. Формирование коммуникативной культуры участников, развитие отношений между его участниками, психотерапевтическая помощь участникам, обучение работе в команде, познание окружающей действительности, личностное самоопределение, освоение, сохранение, передачи традиций, принятие инноваций. Далее, педагогика успеха. Ее цель – создание условий для полноценного развития школьника за счет удовлетворения его потребностей в самореализации и уважении. Сущность – восхождение по лестнице достижений, обусловленной гуманистическими принципами. При наличии постоянной системы стимулирования, направляющих подкрепления, в роли которых выступает успех. Методы и средства создания ситуации успеха в учебной и внеучебной деятельности как средство духовного единения коллективов, учителей, учеников и родителей, практические действия, годовой круг творческих дел, праздников, традиций, все виды школьной деятельности, трудовой, общественной, учебной, спортивной, художественной и так далее. Результат – ученик, обладающий креативностью мышления, понимающий свои жизненные потребности, умеющий их реализовывать, преодолевает трудности, решать проблемы, соответственно нравственным, социальным нормам общества, верящие в свои силы и возможности. В основе данной технологии положены концептуальные идеи, такие как диалог, диалогичность, как неотъемлемый компонент внутреннего содержания личности. Многоголосие мира существует в индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога. Диалог есть позитивное содержание свободы личности, так как он отражает полифонический слух по отношению к окружающему миру. Диалог не есть проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие никогда не сводимых в единое целое сознание. Современное мышление строится по схематизму культуры, когда высшие достижения человеческого мышления, сознания, бытия вступает в диалогическое общение с предыдущими формами культуры. Следующая очень интересная и широко распространенная технология диалога культур выступает в двух функциях. Во-первых, как форма организации обучения, как принцип самого содержания науки, диалог определенной сути и смысла усваиваемых творчески формируемых понятий, диалог культур в контексте современной культуры, который развертывается вокруг основных вопросов бытия, основных точек удивления, и диалог сознания ученика, голосов поэтов, теоретика, как основа реального развития творческого мышления. Обучение в каждом учебном цикле строится на основе внутреннего диалога, завязанного вокруг основных точек удивления, исходных загадок бытия и мышления, сосредоточенных уже в начальных классах школы. Обучение строится на основе учебника, не на основе учебника, а на основе коренных и реальных
текстов данной культуры и текстов, воспроизводящих мысли основных собеседников этой культуры. Итоги. Результаты работы ученика, его общение с людьми других культур реализуются в каждом учебном цикле, также в форме авторских ученических тестов произведений, созданных во внутреннем диалоге этой культуры и межкультурном диалоге. Автор программ для каждого класса педагог, каждый автор-педагог вместе с ребятами каждого нового первого класса обнаруживает некоторую сквозную проблему-воронку, которая может стать именно в данном случае основной десятилетней программой обучения. Такая воронка, такое особенное сосредоточие, удивление, уникальное, неповторимое, непредсказуемое для каждой малой группы нового поколения. Постепенно втягивают в себя все проблемы, предметы, возраста, культуры в их целостном педагогическом сопряжении. И это завершающее школу состояние деятельности целостной точки удивления должно по замыслу сохраняться и углубляться в течение всей человеческой жизни. Урок-диалог является особой формой обучения, которая не сводится к проблемному обучению, ни к другим видам обучения. Например, традиционного, суть которого заключается в восхождении от абстрактного к конкретному. Приведем в сравнении его структуры со структурой урока, в котором обеспечивается достижение всех учеников к общему для них познавательному результату, как в итоге учебной работы. И вашему вниманию представлены два таких вот, два подхода. Это урок восхождения и урок диалога, который включает в себя свои интересные направления. Вы видите на экране, что урок восхождения начинается с принятия всеми детьми одного учебного занятия, как противоречие, что требует определенного решения. Замысел урока он обеспечивает также заключается в общей модели, которая предполагает решение какой-либо учебной задачи с опорой на модель и предметных действий. Формулируется при этом учебное задание. Учитель, как тьютер, может показать способы решения, может подтолкнуть ученика к решению той или иной задачи по определенной эталонной модели. А ученик выступает как абстрактная точка, которая воспринимает эту систему восхождения и думает в одном направлении. Пути этого ребенка по пути восхождения в учебном процессе решается, происходит по определенному, только ему заданному темпу. Что же касается урока диалог, он начинается с выставления одной общей учебной проблемы, которая формулируется каждым участником этого диалога, то есть каждым учеником. И выдвигается определенный смысл урока на основе учебного занятия, видения проблемы, в образе, каком-то, может быть, в какой-то гипотезе, видение какого-то, выдвижение какой-то конкретной задачи. Затем выполняются интеллектуальные эксперименты. Эти интеллектуальные эксперименты, они помогают решать учебную проблему, в которых учитель выступает также в качестве тьютера, он выслушивает предложения, варианты ее разрешения, сопоставляет логичность, формы, какие-то, может быть, ее разрешения действий, и используются формы мышления, тоже нестандартные для подхода той или иной проблемы. Ученик же в данном случае в диалоге оказывается в промежутке культур и сопоставляет значения различных культур, способов их понимания. Это все индивидуально, и каждый ученик по-своему уникум, и он, соответственно, каждый по-своему воспринимает ту или иную культуру и понимает ее.
Особенности данной методики – это создание ситуации диалога. И вот такой ведущий ученый, как Сериков, введение в ситуацию диалога предполагает использовать такие элементы технологий, как диагностика готовности учащихся к диалогическому общению, как базовых знаний коммуникативного опыта, установки на самоизложение, самовосприятие иных точек зрения, поиск опорных мотивов, то есть волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала, переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до вечных человеческих проблем. Далее, четвертое, продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. Следующее, проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей, условий их принятия учащимся. И последнее, гипотетические выявления зон импровизации, то есть таких ситуаций диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников. Точки явления, загадки бытия, под ними подразумевается узелки в сознании современного ребенка, в которых может осуществляться формирование основных предметов школьного обучения или понимания. Позиция учителя, ставя учебные проблемы, учитель выслушивает все варианты и помогает проявить различные формы логики различных культур. Любая из представленных выше педагогических технологий ориентируется на важные показатели, критерии поликультурности. К ним относится характер отношения к ребенку, им определяется тип поликультурной технологии, свободного воспитания, авторитарная или личностно ориентированная технология и так далее. Каждая технология взаимодействия должна быть ориентирована на конкретную, концептуальную, философскую, психологическую, педагогическую, социальную и другую поликультурную основу. Во-вторых, постановка цели поликультурного воспитания. К сожалению, в современной педагогике нет четких ориентированных целей поликультурного воспитания, путем достижения которых и полученные результаты могли бы быть однозначно и объективно диагностируемы. Чем шире и значимые цели поликультурного воспитания, тем сложнее они применимы на практике. Целевые установки при создании воспитательных поликультурных технологий будут иметь форму ожидаемого результата. Только тогда, когда они конкретны, личностно ориентированы, максимально отражают закономерности воспитательного процесса. Третье. Содержательный компонент технологии особо значим для ее успешности. От него будет зависеть, будет ли технология поликультурной или иной продуктивной, или малоэффективной. Эффективность поликультурной технологии воспитания зависит от того, насколько концептуально уязвимы между собой цели, увязаны между собой цели и содержание деятельности, как прослеживается цепочка системности и выстраивания программ содержания образования, насколько управляемы все структурные компоненты внутри технологии. И четвертое, возможность воспроизведения технологической цепочки и необходимой коррекции на любом этапе осуществления технологии. Для данного вида технологии этот процесс приемлем своеобразной интерпретации. Пошаговое воспроизведение поликультурной технологии рационально проводить либо в процессе обсуждения осуществляемой технологии, либо в процессе самоанализа и рефлексии педагога. Правила, из которых выстраивается поликультурная технология, являются средством реализации уважения к воспитаннику. При этом они реализуются в специальных формах, которые и определяют условия, обеспечивающие эффективность технологии, требования. Чем выше требовательность человека, тем больше уважения к нему. Таким образом, воспитательные поликультурные технологии можно определить как продуманную модель совместной деятельности, содержащую систему научно обоснованных приемов, методик поликультурного воспитания, способствующих установлению этических, толерантных отношений между воспитателем и воспитанником, при которых оптимально достигаются конкретные поликультурные воспитательные цели. И вот литература, которая поможет для освоения данной дисциплины. Ну, она немного покажется вам устаревшей, но тем не менее она этим и ценна. И данная литература может применяться на конкретных занятиях, которые помогут учителю сформировать какую-то определенную задачу, требующие решения в той или иной поликультурной теме.
его системой преподавания. Спасибо за внимание.